Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: ни о чем не думай, просто слушай. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Неважно, когда вы смотрите данный видеорасклад. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Человек, который верен своему сердцу, своей интуиции, своему сердцу. Чувствуете, когда вас силы куда-то направляют. Душевный, приятный, общительный, компанейский, семейный могут смотреть люди. Люди за традиционные уставы семьи. Здесь также человек поддерживает связь с родными, собираться вместе, какие-то традиции родственные. И собирает всех вокруг стола вместе. Старается для семьи, складывается в семью. Ответственный очень, особенно за детей. Вдумчивый человек. Иногда бываете, да, летаете в облаках, есть такое. Рассказывать любите, слушать любите. Истории какие-то у вас есть интересные из жизни. С хорошим чувством юмора. Здесь присутствует именно такая энергия юмора, смеха. Вы умеете рассмешить, умеете поддержать разговор. Общительные и приветливые очень. Но вас внутри какие-то одолевают кошмары на сегодняшний день. Как-то пытаетесь с чем-то покончить, какую-то ситуацию пережили, которая не дает покоя. Вы думаете о ней постоянно. Здесь кто-то может даже по ночам плакать или, скрывая от всех, где-то в стороне, находясь, плакать, переживать. Вы не выдаете на публику свои слезы. Скрывайте тщательно внутри себя. Старайтесь вот как-то не выносить ссор из избы. Старайтесь сами справиться с какими-то ситуациями, трудностями, сложностями. Пытайтесь также, вот знаете, как отдаляться на какое-то время от общества, побыть наедине с собой, разобраться с чувствами, с эмоциями. Это все сама в себе перевариваете. Возможно, это даже с самого детства. Все свои негодования, проблемы вы переживали сами в себе. Никто здесь не помогал, да и вы и не хотели. Когда переживаете, вы хотите быть одна. Никого не хотите тревожить. Человек такой миротворец, который вокруг создает мир. Не жадный человек. Если вы любите кого-то, вы одариваете или вы не жалеете. Если вам кого-то жалко, вы вот оторвете от себя и дадите, поможете. Нет здесь такой вот скупости, щедрый человек, а к вам могут быть скупы. Когда вам что-то надо, да, вот нету тех людей рядом, а вот когда кому-то надо, вот сразу объявляются все. Выходит, сразу говорю, положительный человек, эмоциональный, эмпат. Умеете сопереживать чью-то проблему вот как свою личную. У вас сердце доброе, мягкое, очень ранимый человек. Возможно, даже, знаете, вот люди умеют вогнать даже вас иногда и в краску, в том плане, что краснеет лицо со стыда или еще чего-то, да, вот краснеет личико. У кого-то могут быть холодные конечности, кого-то недолюбливаете. Вот знаете, тут руки, ноги, да, это такое у вас чувствительное место. У меня такое складывается впечатление, вот когда, если на вас и влияют, то влияют на ваши пути, дороги, это на ноги и на руки, на ничего не делание. Возможно, даже вы могли быть под чьим-то влиянием, кто высасывал у вас энергию, и именно поэтому руки и ноги имеют холод. Именно оттуда выкачивается самая главная энергия. Ноги – это ходить, руки – это что-то делать. Действие ваше. Будь то это ваш путь какой-то жизненный, будь это ваша деятельность какая-то. В какой-то степени есть такая доля наивности, веры, и вы вот стараетесь в людях видеть лучшее. А люди вот некоторые бывают пользуются этим. И вы не воспринимаете это как-то всерьез. Вы думаете, а в итоге, да, вот как-то с вас что-то снимается. Здесь можно носить талисман или защиту.
красного цвета. Даже это может быть просто красная ниточка на левом запястье или может быть какой-то красный кулончик. Если кто-то надумает носить александрит, то его обязательно нужно носить в паре с чем-то. На серьгах так обязательно к тому нужно или колечко иметь, или кулончик. Тоже с этим камнем. Не считается, что на 2 ушах это пара. Нет. Сережки и что-то еще, вот колечко или браслет с александритом и так далее. Вот что-то такое красное. У кого-то вот, кому-то в пользу красное вино, кому-то в пользу красный чай, каркаде. Напитки: смородина, малина, клубника, красная ягода, красная помада, красная сумочка, красный кошелечек. Вот вы даже спите, хорошо бы иметь, например, что-то именно с красными вкраплениями или красную подушку. На кого-то очень хорошо влияют и красные шторы, красные лампы. Рассудительный человек, кстати, вот сейчас беретесь за голову именно каких-то дел. Что-то лежало и начало двигаться из-за какой-то неприятной ситуации, начало двигаться. Если бы не случилась данная ситуация, вы бы не двинулись с места. У вас в жизни так случается, да, что какие-то негативные ситуации дают вам какое-то движение, толчок вперед. Человек такой справедливый. Бываете вы в агрессии, есть такое у вас, но здесь больше позитивного. Но вас нельзя ни в коем случае здесь обижать. Не вы будете что-то делать в отместку, а вот здесь судьба сама за вас отомстит. По справедливости, как надо. Также здесь женщина такая очень, может быть, или влюбчивая, или такая романтичная, приятная, мягкая, в какой-то степени даже, я ей говорю, ранимая. Бывает, доверяете не тем, совершенно не тем, или доверяете какую-то свою правду или личное что-то не тем людям. Старайтесь находить в людях хорошее, даже в негативных людях. Красивая очень, пунктуальная такая, четкая. Есть здесь и доля практичности, есть здесь доля материализма. Любите вы материальные вещи, но больше скорее духовные. Да? Для вас духовный мир очень важен. Здесь кто-то может не пропускать, служить Богу или имеет дома иконы в золотом обрамлении. Заботитесь, пылинки сдуваете. Такое чувство, что вот вы даете помощь, да, вот в чем-то материально помогаете. Не только материально, это может быть и купили еду, принесли кому-то еду, помогли. У вас сразу как будто бы улучшается ваше состояние или ваша жизнь, дела. Здесь какая-то идет закономерность еще. Не могу прочувствовать, в чем она. Человек соблюдает соблюдение правил, что-то вы или график ведете, или диету держите. Вот определенно что-то какое-то есть. Четкий график у вас. Отмечаете, может быть, даты какие-то определенные. Вот из-за этого графика что-то делаете. Дальше, если с вами проигрывают энергии, ни о чем не думайте, просто слушайте. Вот смотрите, вы занимаетесь сейчас чем-то, как будто бы вас что-то сейчас отвлекает от чего-то наиболее важного, что есть, дается вам, вот так больше сюда идет, дается вам, но вы этого не замечаете. Вам говорят о чем-то, а возможно уже несколько раз вам намекнули, подсказали. Или могло быть так, что один раз сказали, а второе это выявилось именно в какой-то ситуации. Но это вот одно и то же. Одна и та же подсказка, один и тот же разговор, мысль. А вы этого не замечаете. Вы или замечаете, но как-то это убираете в сторону и делаете, продолжаете свое, другое что-то. Притом оно сейчас вообще не важное. У кого-то есть какой-то вот некий, знаете, вы думаете, что это ваша цель, а это не ваша цель. Определенно здесь что-то есть важнее. Вы думаете, что к этому идти, а нужно идти к другому. То, о чем вам напоминают несколько раз. Здесь не пропустить важного, а вы не пропустите. У меня чувство такое, что вы прямо сейчас догадываетесь, о чем идет речь. Вот прямо сейчас. Знаете, так быстренько в голове переворошили и поняли, о чем идет речь. Может, до кого-то дойдет чуть позже. Подождите, день пройдет, утро будет мудрее. Вот вы до чего-то дойдете.
поймете, что вам нужно сделать или делать. Здесь, знаете, даже вы будете рады, что прослушали данный расклад или услышали данную информацию, потому что на самом деле в тот момент, когда вам о чем-то говорили, вы как-то не особо в это верили, а сейчас это подтвердилось. Вот так вот. Вам говорили несколько раз, даже может быть раза 3 точно. Даже вы вот видели определенно одинаковые подсказки об одном и том же. В деталях. Вы это видели. И вы помните, что вы несколько раз это видели. Вот вспомните, что это могло быть. Можете написать в комментариях, что могло это быть. А здесь вы резко поскачете, резко пойдете делать это. А что это? Да, здесь вы ждать не будете, вы поспешите. Здесь даже кто-то соберет какие-то бумаги. Или это может касаться бумаг. Или вот что-то нужно подсобрать. Может быть, денег каких-то. Но здесь больше о бумагах или информации. Вы, кстати, будете еще в интернете что-то искать по поводу этого. Собирать информацию. Но здесь вот вы будете поступать именно так, как надо. Здесь даже, знаете, вот информация сама будет к вам идти. То, что вы будете искать, она будет быстро находиться. Вы будете действовать, исходя из данной информации. И у вас чего-то получится. Да? Здесь именно король кубков. Чем вы будете очень довольны. Вы будете даже довольны, что вообще послушали меня сейчас. Не меня, а карты. Поток. Здесь обнулится какая-то... Смотрите, после данной ситуации, когда вы начнете что-то делать, все начнет происходить таким образом, да, здесь, во-первых, обнуление какое-то идет, освобождение от чего-то. Во-вторых, здесь хочется еще сказать, это как выстрел, одним выстрелом 2 зайцев. То есть ясно, четко будет преодолена какая-то ситуация, которая вас тревожила, но вы сами даже не заметите, именно что, да, вы делали одно, а здесь вот отпадет, что вам вообще не нужно. И вы только потом обернетесь назад и скажете, как же хорошо, да, что я вот сделала это, потому что сразу отпали все ваши догадки, тревоги, да, переживания о чем-то. Вы уже вот будете более на все смотреть вот как с чистого листа, спокойно, беспроблемно. И у вас появится такое состояние делать чего-то больше и лучше. Вот так вот. Здесь так интересно складывается еще, да, что люди какие-то вот прям вовремя придут. Вовремя придут люди. Вы сами удивитесь, как-то, как ниоткуда появились. А бывает такое. Вот я даже сколько у себя замечала в жизни, сердце чувствует. Я смотрю, за спиной люди, хотя было тихо. И тут то же самое. Знаете, они как образуются из, хочется сказать, воздуха. Стояли вы себе, стояли одна, и тут раз, внезапно, откуда ни возьмись, объявляются люди. Как посыльные, как подослали. Вот как, знаете, вот аномалия какая-то. Все, ничего не происходит просто так. Вот помните об этом. Возможно, даже и проговариваете. Случайности не случайные. Что еще? Тот человек, который вас еще разочарует, есть человек, который идет именно с каким-то разочарованием. Вам нельзя брать вообще его слова близко к сердцу, сразу отсекать. Вообще, я говорю даже просто элементарно, любой негатив в вашей жизни,
Будь это продавщица на вас накричала, кто-то накричал, где-то вам неудобно, дискомфортно, где вы чувствуете состояние, где вас что-то давит, угнетает, уходите оттуда, отрезайте вот просто данные ситуации, любые, где душевно больно, где морально не выносите, уходите оттуда. Вот знаете, как человек как будто бы чувствует, что вашу слабину, да, чувствует, что вы на это не можете дать отпор, и вот пользуется этим. Это может быть словесно даже, да, или человек заденет вас за что-то за живое. То, что болит, и так больно, да, или и так тяжело, а меня еще допекают. Вот как будто бы данная ситуация, если вы отсечете, а здесь в любом случае, я думаю, вы отсечете, возможно, даже выскажетесь как-то, ситуация успокоится. Вам нужно, знаете, вот даже вовремя сказать «нет». Здесь именно вот под давлением каким-то это будет, и выводить на эмоции, вот вы сами будете понимать, как будто или шантажируют, или давят вот как-то, а вы скажете «нет». И вот ситуация именно успокоится в вашу сторону положительно, да, когда или же, да, вы получите взамен этого что-то, да, или в целом вы победите ситуацию, выйдете, по крайней мере, сухой из воды. Я здесь ни при чем, я здесь не при делах. Здесь будет после данного вашего отсечения кого-то складываться все наилучшим образом, можно так сказать. Или же, знаете, даже будете рады чему-то. Здесь не просто спокойствие, здесь даже, опять-таки, у вас какая-то закономерность такая идет. Через боль вы получаете что-то положительное в свою жизнь. И вот здесь как раз-таки, оскорбив вас, да, вы осмелитесь сказать «нет». Вы для себя получаете плюшки, да, или положительные какие-то эмоции. Из негатива в позитив. Возможно, даже здесь может быть от этого человека к вам большое уважение, но вам уже это не надо. Знаете, вот как будто бы у человека у этого или настроение такое поганое. Вот бывает же, как говорят, не с той ноги, что ли, встал. Это может быть мужчина, скорее всего. Но вот именно как будто бы человек, да, не с той ноги встал и вот выговорился. Или терпел, хотел высказать, но не мог сказать. А вот сейчас вот все как вывалилось из него, да. Вам самое главное здесь не нужно концентрировать свое внимание на негативном. Вам нужно именно, как сказать, создавать вокруг себя, да, положительные эмоции и находиться там, где положительные люди. Но если вы чувствуете, да, что вы идете к человеку, где уже может быть что-то, лучше вообще не ходить или отказать во встрече. Где женщина грустит, даже плачет, я бы еще сказала, да, переживает после данных каких-то выговоров. Это может быть и начальство. Но не давайте ездить по себе или пользоваться вами. Вот здесь как будто бы еще кто-то, да, вот подливает масло в огонь. В вашей жизни, да, вообще присутствует кто-то конкретно, который подливает. Возможно, этот человек-то и будет подливать масло в огонь. Коллективная встреча или же, да, здесь вообще присутствует какая-то коллективность людей или сообщество, может быть, или одна какая-то тема определенная, которая связывает всех. Деятельность. И вот кто-то конкретно против вас. Выговоры какие-то делает. Да, самое главное вовремя остановиться вам в чем-то или кому-то прекратить доступ к себе.
Тем самым, да, вы, смотрите, если вы будете концентрироваться долго на том негативном обществе или на том негативном человеке, такое чувство, как будто бы у вас забирают же вашу удачу. Когда вы прекратите, да, например, с кем-то общаться, с этим негативным, резко, внезапно, просто отсекнете и пойдете дальше, такое чувство даже, что вы получите не только, да, чувственно освобождение, но также здесь касается чего-то материального. Или же, в принципе, человек получил больше чего-то, ну, пусть заказов или больше каких-то возможностей. Вот вы знаете, очень долго бывает внутри переживаете какую-то даже мелкую ситуацию. Из-за этого можно состариться раньше времени. На самом деле вам нужно научиться именно с легкостью выпускать негатив, негативных людей. То, что они говорили, как они смотрели на вас, как они содействовали с вами и так далее. Вам об этом думать не надо. Вы очень часто, бывает, даже в зеркало на себя смотрите и о ком-то негативном вспоминаете, чего делать вообще не стоит. Вообще, когда смотришь в зеркало, ни о чем негативном думать нельзя. Ты это все на себя перекладываешь. Эта женщина, она так вот складывается, как будто бы вы или разговариваете сама с собой, ведете какой-то диалог, с кем-то спорите даже бывает. Вы там не выговорились, а вот сидите дома потом и довыговариваете. Вот она такая-сякая и так далее. Хотя, в принципе, долго пар этот не держите. Но сама же себе разрушаете жизнь тем самым. Замедляете какой-то свой путь. Свой путь. Да, потом тяжести несете. Знаете, вот я говорю, на вас потом после негативных ситуаций еще больше груза как будто бы взваливается. Хотя вам хотелось бы все легко обнулить, но нет же, да, получается, что еще что-то прилетает. Да, здесь нужно немножко вам расслабиться, да, отпустить, не держать этого. Вот вижу такая, да, энергия именно идет. Вы с добром, а вот люди как будто бы не понимают по-хорошему. Вот зная, хотят, да, вот каких-то конфликтных ситуаций. Вам просто нужно уходить от таких, на самом деле, не задерживаться. Гнилые люди. Какие-то гнилые. Пытаются, знаете, даже за ваш счет как-то возвысить себя или подняться, да, вот за ваш, именно опуская вас как-то, попуская вас или как это, принижая вас, да, вот думать, что они какие-то свыше, на высоком уровне. Да, вам нужно здесь повышать самооценку, не бояться с гордой поднятой головой заходить в общество, говорить, что вам нравится, что не нравится. Вот быть именно, знаете, в некой степени. Здесь нужно менять отношение к себе, а тогда оно поменяется отношение окружающих к вам. Вот здесь об этом. Смотрим дальше. Ни о чем не думай, просто слушай. А вот помните, я сегодня насчет конечности, да, говорила. Здесь такое чувство, что вот на вас негативно влияет человек, который выдает себя, да, за такого, я не при делах, тихоня такой, спокойный, а он является, этот человек, вампиром. Вот как будто бы человек питается чужой энергией. На самом деле, да, человек может даже о чем-то негативном рассказывать или жаловаться, тем самым, а у вас убывает, и у других убывает. То есть подходит к кому-то, да, и вот начинает о чем-то говорить, разжалобить людей.
А потом у этих людей начинает вот убывать. У кого-то в кошельке, у кого-то именно, вот как я говорю, руки, ноги, конечности именно холодные. Это кровосос, это вампир. Вампиры. Кстати, вампиров существует несколько вот видов. И есть такие типы вампиров, которые именно у одних стягивают финансовую сторону, у вторых это здоровье, энергию подпитываются. А есть конкретно, да, кто-то по отдельности вот именно качает успех, качает именно здоровье, счастье. Он влияет на разные стороны, вот этот вампир, который именно с вас. И знаете, такой притаился сейчас. Здесь и он сам, да, вот как будто бы пытается специально воздействовать, наводить какую-то вот луну. Вот это вот состояние, когда человек не понимает или ослеплен. Он может даже, вот знаете, как-то вот говорить с вами, но тем самым вроде как это как новости, да, положительные новости положительные, можете даже заметить, а потом резко переключаемся на рекламную паузу, да, и все весело, и все хорошо, а потом снова опять какой-то негатив. Вот это состояние именно приводит к высосу вашей энергии. Вот конкретно это вашего случая. А в целом человек о чем-то жалуется. Но при этом это может быть вообще неправдой. Или на самом деле, да, человек умеет перекладывать проблемы свои на других людей, как переклад, подклад. Еще этот человек может ложить руки на чьи-то плечи. Вот когда похлопают по плечу, никогда нельзя позволять вообще кому-то хлопать себя по плечу. По спине, по плечу, потому что это самое уязвимое пространство на теле человека, через которого высасывается очень легко энергия, забираются успех, счастье и так далее. Потом чувствуете себя разбитым, потерянным, да, и так далее. У кого-то может быть и денежный кризис финансового характера. Вот оттуда очень легко достается это все. А тем более такие люди, как этот человек, он знает этот инструмент, да, как этим пользоваться. Например, погладить по спине. Он может, да, гладил вас или гладила по спине, хлопала по спине. Все будет хорошо. Вот знаете, такое. Только близкие могут это делать, но не чужие люди. Слушайте, здесь даже у вас могли из-за этого пошатнуться с кем-то отношения. Вы могли вообще думать, уходить или оставаться, хотя все было гладко и хорошо, и раз резко, внезапно объявляется этот человек. Знаете, этот человек такой, вы бы никогда не подумали, что данный человек вампир. Вот как-то странно не звучит, да, вот люди говорят, что ведьма, вот это, да, часто первая ассоциация, это женщина с черными волосами, с длинными ногтями, там еще что-то, да, вот все это ведьма. Но никогда не заметят, что блондинка может быть светловолосой ведьмой, да, черной ведьмой и так далее. И вот тут то же самое, поэтому человеку по внешнему виду ты никогда не скажешь, что он вампир. Но это можно определить лишь только тогда, когда вы побудете вместе и разойдетесь. Вот вроде было все хорошо, и резко, внезапно у вас наступает или чувство тревоги, или вот какая-то потерянность, или как будто бы вы будете кем-то наказаны. Да, такое тревожное вот это состояние. Вот это и есть, опа, и забрали. Или происходит сразу же, внезапно, после данной посиделки с этим человеком, какие-то мелкие проблемы. Потеряла ключи, ехала домой, да, там еще что-то. То есть знаки подаются. Вот именно на знаки нужно такие смотреть. Но человек реально небезопасен. Такое чувство даже, вот знаете, как будто бы человек на самом деле вуалирует это тем, что
спокойно себя ведет, улыбается, может быть, даже пытается дать какой-то совет и так далее. На самом деле, заметьте, что он постоянно жалуется. Вот тогда вы поймете о негативном или много о чем негативном говорит. Здесь, может, это как-то даже повлияло на ваши какие-то отношения, на вашу семью. Какая-то вот целостность была нарушена в одночасье или резко, внезапно. Здесь даже, знаете, такое чувство, что вам интуиция уже говорит, о ком речь идет, подсказывает. Вы догадываетесь. Вы даже могли о кому-то об этом рассказывать человеке, да, что как-то странно, вот что-то было странным. Я вот ухожу, а у меня голова болит или еще что-то происходит, или тяжесть какую-то чувствую. Хотя вроде бы как улыбчивый, приятный человек. У нас что-то такое. Да, после таких людей вообще верить никому не будешь. Я вот так прислушиваюсь ко всему. Я же сама тоже смотрю свои расклады, только прошлые расклады, да. Не свежие, а прошлые. Задним числом, можно так сказать. Вообще верить никому не буду. Но оно сердце не подводит. И вот на самом деле, когда ты чувствуешь негативных людей, уходишь от них, постоянно вот такая вот тяжесть чувствуется. Она даже не только у ведомых людей, да, интуитивно. Интуиция, она есть у каждого человека, просто она у каждого в разном состоянии. У кого-то она сильно развита, у кого-то вот просто как по маслу, но кто-то с тяжестью чувствует, но не понимает, что это такое. Вот именно вот это состояние, оно передается, человек чувствует. Вот когда вы чувствуете, что где-то вам неудобно, как я и говорю, уходите оттуда. Вот прям немедленно. Бывает, вот знаете, когда вот как человека вводят в гипноз. Вот его садят и говорят ему в одно ухо, во второе слова, поглаживание рук это может быть и так далее, да, вот такие вот вещи. Человек входит в гипноз, и он начинает делать то, что ему говорят. И то чувство уже, да, то есть ты находишься под влиянием, и ты не можешь из этого выйти. Но если ты сорвешься и выйдешь, ты прервешь этот процесс, ты прервешь этот канал, да, которому вот есть канал. То есть не канал, да, вот давайте назовем провод. Вы розетка, да, а кто-то штекер, воткнул у вас провод, и все. И вот пошла вот эта энергия, всасывание этой энергии из вас. И вот на момент именно того, когда вы чувствуете что-то такое неладное или подозрительное, сразу же обрубайте все концы. И вот знаете, даже вот почувствуете, что этому человеку потом больно стало. Или он может пожаловаться на плохое свое самочувствие. Заболел зуб, сердце прихватило, там еще что-то, понос и так далее. Да? Вот что-то человека прихватит. А попробуйте даже продиагностируйте таким образом людей, которых вы подозреваете. Вот попробуйте войти в контакт, а потом резко вам куда-то бежать надо. Ой, слушай, мне сейчас звонили, я побегу, потом встретимся. И вот потом, может быть, человек сам признается в чем-то, да, или на ваших глазах, может быть, что-то произойдет такое, что человек начнет жаловаться о чем-то своем, что у него резко что-то случилось. Ни о чем не думай, просто слушай. Самое лучшее — крестик носите. Вампиры не любят крест. У них сразу, знаете, энергия начинает блокироваться. Так, о чем здесь речь? Ни о чем не думаю. А здесь какой-то мужчина. Здесь человек хочет добиться вашего расположения. Здесь готов сейчас действовать как-то решительно. Резкий, угловатый. Это могут быть такие угловатые черты лица.
Это может быть вообще по характеристике такой... Знаете, он не романтик, он не мягкий, да, вот какой-то такой. Он хочет таким быть, но вот нет. Он такой больше, может, спортивный какой-то. Такой вот, знаете, не гибкий, не руки пианиста. Да, вот что-то в таком. Нету здесь такого мягкости, нежности. Здесь такое вот что-то угловатое. Вот даже чем-то вот этот вот король, да, вот будет похож на данного человека. У него, вот видите, скулы такие угловатые. У него и характеристика такая угловатая. Или сам может быть такой угловатый. Внешне, да, вот какие-то черты. Нос острый, может быть, или именно черты лица имеют какие-то острые углы. Губы маленькие, жадные. Жадный даже на слова. Да, у него вовремя не включаются какие-то слова, когда нужно что-то сказать. Вот какая-то присутствует в некой степени, знаете, такая отупленность. Не глупый он далеко не глупый, он умный. Он вот, что касается вот всяких таких романтиков, подарочков, да, сюрпризиков, это не он. Он вот конкретно кастрюлю на стол, качественную, дорогую, вот знаете, чтобы на века, такой вот. И вот по мышлению, по характеристике какой-то такой. Почему-то здесь очень много такой угловатости вот выходит, очень пестрит прям это, да. Второе, человек хочет добиться вашего расположения. Здесь была какая-то пауза или какие-то недопонимания между вами. Но человек хочет это ясно все прояснить. Заедет, наверное, вот именно с кастрюлей к вам на стол, да, чугунный, и качественный, и дорогой. Вот что-то в таком плане, да, или подарит что-то такое, что имеет место быть практичность. Не знаю, что это может быть, или может быть стиральная машина, там, да, вот что-то такое. Или такой подарок, который имеет углы, вот, угловатое что-то такое. Или это может быть, в принципе, и острый какой-то предмет, или, да, имеет какие-то шипы и так далее. Вот что-то может напоминать. Может это быть даже вот какой-то резкий запах, да, если это парфюм, вот что-то такое. Он хочет вас, я бы сказала, прогнуть под свои какие-то цели. Женись на мне, вернее, выходи за меня замуж. У человека есть создание, да, цель создания семьи, пары, по-серьезному все. И человек хотел бы с вами найти вот сейчас общий язык. Раньше не получалось. Вы знаете, вы какая-то мутная женщина, но вы тревожите сердце, тревожите душу, человек не может уняться, успокоиться, триггерит. Вы ушли, не договорив, оставили шлейф вопроса или вопросов. Он очень много о вас думает и с кем-то обговаривает вашу характеристику, как вы себя вели. Он, знаете, вот тот тип, который хорошо знает математику, но не разбирается вообще в женской косметике или там в приготовлении чего-то. Но отлично знает математику, например. Да, вот он в чем-то специалист, он в чем-то, правда, классный. Ты даже скажешь, это человек очень умный. Но почему он не умный в любви, в отношениях? Может быть, вы даже сами задавались вопросом, почему он поступил так. А он бы не сообразил иначе. Вот он знает, да, он умный, он разбирается в чем-то своем там, но он не разбирается, как к женщине надо относиться. Или что ей подарить женщине, да. Или вот как себя с ней вести. Вот он какой-то вот, знаете, топором тесанный, вот так вот, в плане отношений с женщиной. Может, даже у него повадки такие грубые, ну что, пойдем. Да, в ресторан. Ну вот как-то так. Швырнет. Или вот может такое быть, да, что у человека есть повадки швырять, кидать.
Но это не говорит, что это какое-то вот к вам отношение плохое. Это он просто вот так вот родился таким, да, вот научили вот так. Или папа был такой, мама такая, не знаю, да. И вот он такой. Он так привык. Вот швырять, например. На, зарплату принес. Хлоп так и на стол. Ну, вот так вот. Подождите, еще заходить будет, знаете, вот что в нем есть такое, да, мягкое и изящное, так это манипуляции. Вот в этом он профик. Он профик в своем деле и вот манипулировать. Но человек хотел бы вас все-таки склонить к серьезным отношениям. Предложить, возможно, то, что на тот момент он не знал, что предложить, потому что вы Луна, вы, да, вообще непонятная для него, тайная какая-то, загадочная, мистическая. Даже, я бы сказала, сколько вас читаю, вас не дочитаешь, не прочитаешь. Вот вы какая-то непонятная ему. Сегодня вы одна, завтра вы другая, да, и постоянно меняетесь. Но человек вот будет с таким заходом, он будет еще смотреть на вашу реакцию, когда вы получите от него что-то. То есть он это будет дарить, да, с каким-то тоже. И здесь есть смысл, но все же он здесь больше это дарит ради того, чтобы вас проверить или вас прогнуть под себя, вас прогнуть на это. Давай вместе сойдемся, вместе жить, вместе встречаться. И со стороны будет наблюдать за вами, как вы будете реагировать на все происходящее. Возможно, даже может что-то резкое сказать. Резко. Средь бела дня. Женись, выходи за меня замуж, да. Но манипулировать он умеет, причем искусник в этом, но не умеет нормально обходиться с женщиной в плане нежно и любя, вот заботясь. Как-то у него даже заботы какие-то такие суховатые. Какая-то присутствует здесь сухость. А внутри него, да, вот есть эта нежность, внутри она, глубоко где-то. Вот такое чувство, как будто бы его родители в детстве, да, вот давили на него или что-то, что он такой жестокий или жесткий. Сюда больше жесткий подход, жесткий. Да, ему где-то бы вот работать в структурах каких-то с этим... как она называется, плетня или с розгой, вот там вот. Да, человек с вами хочет по-серьезному все. Он не хочет качели, он не хочет каких-то игр, вот скрытий ваших вот этих таинств, как вы, вот такая вот перед ним таинственная. Он не хочет вот этой игры, он не любит, он любит конкретику. Но сам иногда, да, изворотливый. Вот смотрите, дьявол, да, и здесь вы его привлекаете как женщина. Вы, с одной стороны, да, такая загадка, но вы в то же время тем самым и притягиваете его. Да, это, в принципе, не секрет, да, что чем меньше женщина, чем больше, вернее, она такая таинственная, тем больше она тянет к себе мужчину. А чем она уже раскрытая, все, заходи в мои двери, да, так она уже неинтересна мужчине. Воспользовался и ушел, и даже не дал о себе знать. Вот как-то так. А вот здесь именно, да, вы привлекаете своей вот этой загадочностью. Оставайтесь такой вот именно загадкой. Вот в случае него. Да, может быть, и в принципе вообще. Совет не подпускать. Вот знаете, вот вы почувствуете его игру, его манипуляцию. Вот здесь главное, знаете, вот как-то переиграть ситуацию. Возможно, даже вот означить свои границы сразу и вовремя. Если вам нравится человек, и вы бы хотели с ним вступить в отношения, вот сразу означайте границы, что вы любите, а что нет. Да, это вот как договора, когда люди подписывают, они уже сразу уточняют детали перед подписью. Поэтому здесь нужно сразу поставить границы, не жалеть ни в чем. Вот вам нравится то, пусть даже это и неприятно слышится и вам, но если вам это не нравится, вот прям так и говорите, что вам не нравится то, вам нравится все. Вот как-то так. Давайте ему сразу же знать, чтобы не было потом
недоговорок. Он сам странный, вот честно, да, а вот в других он наблюдает, у вас, вернее, наблюдает странная женщина. Как-то она себя ведет. А по отношению к вам он тоже, я чувствую, ведет себя как-то так, что с ним так и приходится быть загадкой, закрытой, не договаривать и вообще, в принципе, молчать. Ни о чем не думай, просто слушай. Вы знаете, когда мы куда-то ходим, двигаемся, мы в любом случае с чем-то в жизни сталкиваемся, с кем-то сталкиваемся. Неважно, где мы, вот даже где-то мы будем жить, где мы никого не знаем, но мы с чем-то или с кем-то столкнемся. Вот это ваш случай. Да, пошли вы куда-то или отправились, поехали куда-то, да, и здесь вот будет какой-то определенный такой день, который несет в себе, во-первых, это вы получите по справедливости какую-то возможность, плюс деньги с этой возможностью, да, это вы заслужили. Во-вторых, вы уже давно это ждали, вы хотели, да, чего-то, что раскрывает, может быть, ваш потенциал или дает какие-то возможности, приносит какие-то выгоды. То есть это может быть работа какая-то выгодная, да, и в целом какое-то действие, процесс. Но тут самое интересное, что дорога, да, не имеет цели, куда вы поедете. Здесь будет у вас такая дорога, которая вот случится спонтанно, резко, да. И вот знаете, вы не намечали никаких важных встреч, собеседований с кем-то, да, или еще чего-то, но вот именно данный день изменит обстоятельства вообще в вашей жизни. У кого-то придется вообще изменить локацию, переехать куда-то. У кого-то резко наступит, вот знаете, такое чувство, что вам надо что-то в жизни поменять кардинально. А у кого-то резко изменятся привычки. Но ты думаешь, почему так из ничего, да, из ничего я решаюсь, например, бросить там то-то, привычку есть на ночь, да, или пить кофе, или там еще чего, какие-то вредные привычки. Вот сами удивитесь, что вы избавитесь от чего-то, но взамен вы получите что-то. И такое чувство, что вот как будто бы кто-то, да, заберет у вас это. Но вы хотели от этого избавиться, заберет у вас это. Может, у вас домовенок дома живет. Может, вы кормите, подкармливаете домовенка. Вот я, например, своего кормлю домовенка. Я об этом, кстати, как-то говорила. Купите в магазине свежие, да, печеньки вкусненькие, которые бы сами хотели съесть. И положите ему, насыпьте в тарелочку и положите на невидимое место. Вот я оставлю на кухонный гарнитур наверх. То есть там у нас никто не лазит, никто не видит ничего. И вот прям туда ставлю всю еду, подношения. Или 10 сахаров рафинада. Вот эти вот косточки. Или 10 печенек, или 10 сахаров рафинада. И вот такое чувство даже, да, поменяйте воду, если стоит вода, стакан воды. Такое даже чувство складывается, что дорога здесь какие-то обстоятельства подтолкнут на эту дорогу. Дорога будет непростой. Во время, в процессе дороги даже может что-то быть интересное. От чего вы можете получить какое-то предложение, вас кто-то заметил, или вы с кем-то общались и услышали для себя важную информацию, где можно заработать, или чем можно заниматься, да, тоже имеет место быть. Тут человек в чем-то укоренится в какой-то деятельности тоже, если это деятельности касается. Вы увидите, может быть, какую-то идею
Вот как я ездила в Германию, да, и я для себя увидела новые идеи, например, стульев, да, вот ножки там стульев, дизайн стульев там и так далее. Вот тут вот что-то такое. Но это имеет место быть ваша деятельность. Чем вы будете заниматься? Вы знаете, вот сейчас, на сегодняшний день, как будто бы те кошмары, которые были в вашей жизни, они вот резко в одночасье после данной дороги куда-то испаряются. У вас перестает фокус играть здесь, на проблеме. А здесь, кстати, может быть и какой-то обман. Вы фокусируетесь на каком-то обмане или на каких-то переживаниях. И человек даже, да, может не спать ночами. Вы можете испытывать какой-то ночной вот именно дискомфорт или не можете уснуть. Тоже здесь у кого-то именно может уйти бессонница, а у кого-то, да, как это называется, лунатики, которые ходят по ночам к холодильнику. Вот как-то так. Да, вот от этого избавиться и получить взамен что-то. Но это произойдет резко. Так, смотрим дальше. Вау. Здесь кто-то на вас злится. Карты, я прям почувствовала энергию, когда карты вылетели сейчас. Такого удара, кто-то в спину вам ударяет. У меня сразу сюда император, почему-то мужчина. Знаете, мужчина хочет давить. Мужчина хочет подавить какой-то своей властью, доминантностью своей вас. Видит, что вы где-то, вот вы, знаете, как выскакиваете, а вот хочет вас принизить. Под видом помочь. Может, это о том, о котором мы говорили, что-то очень сильно похоже, такая энергия. Здесь ждите какие-то новости. Кстати, новости может быть связаны с помощью вам или с каким-то подарком. Посылка, может быть, элементарно какая-то ждете. Здесь две ситуации важные решаться уже в ближайшее время. Две важные ситуации. Одна с вашей силой воли, а вторая с деньгами. С вашей силой воли, а вторая с деньгами. Если вы хотели какой-то суммы, именно эта сумма и объявится на вашем счету. Вот вам не хватало 5000, именно эти 5000 объявятся. Вот как-то, понимаете? Смотрите, числа. 6, 8, 9, 16. Все. Да. Эти числа имеют... У меня больше о дороге почему-то здесь складывается, что из этих чисел будет дорога. В эти числа случится дорога, которая изменит вашу жизнь, вашу деятельность, да, или в принципе что-то в вас поменяет. Когда у вас что-то заберут, что вам не нужно, вы хотели от этого избавиться, а взамен этого вам что-то дадут. Но это заслуженно, вы это заслужили за свою доброту, за свое тепло, за свое сердечко. Понимаете, как это все работает прекрасно, законы мироздания. И я надеюсь, до многих уже доходит, почему нельзя вступать именно с черными силами. Все работает само очень хорошо. Поэтому здесь самое главное вот это внутри. Не снаружи показывать, я добрый, я всем помогу, а именно внутри именно иметь это. Или кормить это. Потому что внутри нас и черное, и белое. Вот что мы будем кормить, то и будет расти. Вот тут то чувство здесь, что вам, вы знаете, вот смотрите, это тоже одним выстрелом двух зайцев. Вы избавляетесь от того, от чего хотели вы очень сильно избавиться. Может, это привычка, зависимость или еще что-то.
а второе вы для себя приобретаете взамен этого что-то. Это и то положительно. Несмотря на все, да, и несмотря на всех каких-то негативных людей, вы вот как-то обходите, понимаете, умеете обходить. Но вы умеете вот что делать плохо, это брать близко к сердцу, воспринимать. Вот этого не нужно. Потому что оно как будто бы усугубляет ситуацию. О чем не думаю, просто слушаю. А вот сама вы выходите в любви, в мечтах, в новых начинаниях. Смотрите, как красиво. Здесь, кстати, люди от вас отвернутся, недоброжелатели. Ну и пусть отворачиваются. Вы живите спокойно. Отворачиваются и уходят от вас. Неудобно им с вами. Вы слишком добрые. Здесь показывают, на ваших плечах был какой-то груз. На ваших плечах ваш груз, ваша какая-то проблема. А эта проблема перекладывается на тех людей, которые уходят из вашей жизни. Можете даже увидеть, что чем-то, в чем-то страдали, мучились, да, какая-то у вас была проблема. Ну, например, долги были какие-то или еще что-то. Вы избавились от долгов, но вы узнали, что те люди, которые от вас ушли, получили долги. Не из-за вас, в плане в прямом, да, что вот вы как-то там наложили на них долги. Нет. Здесь вы услышите, что они, например, жалуются, да, что у них появились какие-то долги внезапно. А у вас вы почувствуете, что их нет, вы от них избавились. Сгорела плита, кто-то подарил плиту, возместил вам как-то, помог вам, отремонтировал. А у кого-то именно тоже плита сгорела. Ну и как раз-таки этот человек не был позитивным в вашей жизни, в том плане, что он уходит из вашей жизни, да, негативный человек. И у него тоже сгорает плита. Вот какая-то одинаковый процесс. Вы, кстати, можете в комментарии поделиться с нами, написать. Сегодня очень много интересных таких знаков происходит. Напишите, пожалуйста, что в вашей жизни совпадает, происходит. У каждого на разная ситуация, в разном. Да, у кого-то, я говорю, плита, у кого-то что-то другое. Телефон, может быть, и так далее. И вот вы узнаете, это очень интересно, что у кого-то это случилось. Самое интересное, за счет этого, да, вы получаете возможности двигаться дальше, получать что-то лучшее. Умничка. Вот так держать. Вот тут женщина закрывается от негатива. Она вообще закрывается от всего, на всякий случай. Я так еще скажу. Это прям, да, есть такая мысль, может быть, даже чем-то заняться, углубиться в свою какую-то деятельность, абстрагироваться от всех, потому что те, кто есть, не несет, например, ничего положительного, да? И вы вот как-то не очень хотите с кем-то общаться. Вы будете скорее даже вот вся в любви, в отношениях, любовным процессом, или здесь может быть какие-то переписки, разговоры с любимым человеком, а тем более счастье любит тишину. Сегодня я такую подсказку услышала. Счастье любит тишину. И вот она прям сюда вовремя встала. Счастье любит тишину. Вы в отношениях, будьте в них. Всех по боку. Идут перемены. Перемены связанные. Даже вот будете, знаете, я бы хотела это отпраздновать, но праздновать буду или в одиночестве, или в паре с кем-то. Почему? Потому что я никому не верю, да, вот как-то вы вроде бы позвать всех, но такие люди, да, что позавидуют, или я им не особо доверяю, и верить-то некому, поэтому здесь скорее такое будет празднование, но вот с кем-то прям близкими людьми. Здесь такой узкий ваш круг. Тех, да, вот кого вы очень близко знаете, кому вы доверяете. Честно, искренне, своим. Это может быть даже родственники, мама, сестра и так далее. Будет молва о вас, о том, что вы ушли куда-то. Молчите, втянуто. Ушли себе, занимайтесь своей жизнью, ни о чем о себе не рассказывайте, получайте какие-то плюшки, да, возможности. Хвастаетесь в чем-то, достигаете чего-то. Вы там сама по себе, да, сидите и никому об этом не говорите. Только какому-то узкому кругу. Да, потому что вы здесь включаете вот недоверие ко всем. Свои перемены скрывайте тоже. Вот есть перемены, есть, пусть происходят. Да, наслаждайтесь этим. Это самое важное.
Счастье любит тишину. Вот такой вот был на сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.